здесь ничто не мешает людям ходить, никаких ограждений, ни объявлений о том, что здесь ведутся строительные работы. Вот видите, смотрите, велосипедисты поехали. Не могу понять, что мешало здесь забетонировать в конце концов. Недостаток бетона, что ли, у господина Зиганшина. И никаких объявлений, ни ограждений, ничего нету. Вот эта картина, которая у нас открывается, в принципе, это травматичный случай, а в некоторых случаях даже смертельный. И вот первое, что мы имеем, это вот такие уголки, которые находятся через каждые 2 метра. И в случае, если два велосипедиста, допустим, или пешеход с велосипедистом в темное время не разъедутся, вот удар об такой предмет может просто не оставить человеку шансов для выживания. Здесь просто не хватает ограждения, порядка метров 12, наверное. И человек просто может слететь с дамбы, пролететь, я не знаю, тут с перепадом высот метров 5 и получить травмы, несовместимые с жизнью. Особенно это касается вот этого бетонного блока. Я как спортивный судья по велоспорту экстремальному могу сказать, что это стопроцентная гибель. Поехав на него, потеряет устойчивость и сразу же ныряет вот сюда. Получает травму головы, наверное, ну и рвет себе суставы всякие. Вот. А человек, который на велосипеде или будь то пешком, фактически может споткнуться и травмироваться вот об эти элементы. Такие элементы располагаются через каждый метр-полтора, и это просто впечатляет как бы такое пренебрежение к безопасности людей. Давайте мы немножко продвинемся, как бы нас в завершении всего этого ожидает, ну вообще прямо таки подарок для травматологии. Вот, пожалуйста. Ну вот об этом уже просто вот гибель, можно получить травмы, совместимые и не очень совместимые с жизнью. Мне кажется, символ забиваки как нельзя, кстати, очень подходит к этой набережной, в целом вот к этому строительному объекту и к дамбе. Настолько здесь бардак, неухоженность и источник опасности для людей.